Хайырлы сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр, һезне Силәбе башкортларының үткәнен, бүгенгеһен һәм киләсәген сагылдырган Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы рады приветствовать вас на главной передаче «Башкир» Челябинской области в программе «Уралым». Челябинский прошел отборочный тур этноконкурса «Уральский батыр». Тульские пряники с башкирским медом. Башкирский мед – это символ качества. В Иркутском районе состоялся первый фестиваль тюркских народов. Самое красивое место вообще на земле. Этноконкурс «Уральский батыр», направленный на развитие творческого и физического потенциала подрастающего поколения, вызвал огромный интерес. Проявить свой талант съехались около 30 участников со всех уголков области. Юным батырам предстояло выступить на сцене самопрезентации и показать богатырскую силу. Оценивали физическую подготовку ребят заслуженный тренер России Марис Юсупов, майор специального отряда быстрого реагирования Челябинской области Сергей Бердюгин и чемпионка мира по борьбе на поясах Дина Гизатуллина. Спортивный этап состоял из 3 заданий – отжиманий, прыжков в длину с места и подтягиваний. Судейство проходило по таблице норм ГТО. Очень порадовались и ребята, особенно мальчик у вас был маленький, который разговаривал на 3 языках. Вот прям очень вдохновил. И молодцы, сразу чувствуется, что очень подготовленные и хорошее поколение растет у вас. Уральский батыр, он значим не только Челябинской области, но это пример для всей России. То есть, когда парни начинают заниматься спортом, когда идут в армию, когда становятся отличниками боевой и политической подготовки, это то, что сейчас нужно России. Отборочный тур продолжился творческим конкурсом визиток. Участники продемонстрировали свои вокальные, танцевальные, музыкальные таланты, а также за 3 минуты постарались рассказать о себе и о своем хобби. Многие ребята брали в помощники своих родных и друзей. Бұл конкурсты біз білдік интернеттан, Уралым деген сайттан, шында қарап, біз прямо әләнісі күн қаңғыда ғана барып язылдық, анкетавыз вердік. Поддержать батыров пришли не только родители. Коллектив национальной детской студии «Афарина» и ансамбль народного танца «Айгуль» украсили своими яркими выступлениями в поединке. Конкурсантов оценивало жюри в лице представителя Республики Башкортостан Амура Хабибуллина, заместителя председателя Башкирского Курултая Наиля Шайдуллина и специального гостя из соседней республики, генерального директора Республиканского центра народного творчества Артура Алибакова. Балдар инелермен килдилер, атайдарман килдилер. Бик зур рахмат всем организаторам этого праздника. Туган телдә бик нык яратабыз, үзебезнең балаларга ла yetkерергә тырышабыз бит инде. Шуның өчен конкурс турында ишетеп калгас, шунда ук ризалаштык. Бигрәк каты әзерләндек һәм инглиз телендә хәтта эпос Урал батырын малаем укып тәрҗемә итте рус теленә тәүдә, адак башкорт теленә. А каким должен быть батыр, по-твоему? Смелым, сильным, думаю. Мудрым. Я думаю, он должен быть сильным, мужественным, умным. Выступили, рассказали о своей семье, о его увлечениях. Все как на подбор, жилистые, сильные, смелые. Мне очень понравилось. Башкорт батыр, ол өз качествоман обладать тиргетейшинды. Ол мужественный, смелый, атман хавайы йөргәне тейшинде и корайман ойнарга тейшинде. Егетләребез безнең достойный батыр, алар безнең надеждалар. По итогам отборочного тура 12 ребят, набравшие максимальное количество баллов, продолжили участие в этноконкурсе. Остальные ребята за свои старания и таланты получили в награду дипломы участников, игрушки от партнеров проекта федеральной сети магазинов детских игрушек «Маркер Игрушка» и сладкие призы от кондитерской фабрики Яшкина. Следующим этапом этноконкурса стала школа батыра, где участникам провели мастер-классы по ораторскому искусству и хореографии. Я считаю, что батыр он должен быть и талантливым, и ловким, и смелым. В следующих турах участников ожидают катание на лошадях, стрельба из лука, экскурсия на военный полигон, борьба куреш и многие другие интересные и захватывающие конкурсы. В тульские пряники добавят башкирский мед. Представитель Башкортостана Амур Хабибуллин предложил производителям тульских пряников обратить внимание на уникальный продукт Башкортостана, которому в мире нет равных. На предложение регионального постпреда об усилении брендов руководство компании откликнулось с большим удовольствием. Более того, добавление башкирского меда в пряник дает возможность увеличить срок хранения кондитерского изделия до 6 месяцев. Это увеличение, во-первых, объемов производства меда традиционно на территории Республики Башкортостан. Второе – это продвижение бренда Республики Башкортостан за пределами. Башкирский мед – это символ качества, натуральности,
Ну, собственно, о чем и говорит сам тульский пряник, которому более 360 лет. В результате переговоров была достигнута договоренность сторон, и на днях представители кондитерской фабрики по производству тульских пряников приехали в Уфу для презентации новой продукции. Дизайн известного кондитерского изделия заметно изменился. Теперь на нем изображен герб Башкортостана. Более того, производители уверяют, что 300 лет назад, когда только начали производить всеми любимый продукт, в его основу входил башкирский мед. На встрече обсуждался вопрос реализации тульских пряников в Башкортостане. Велись переговоры с производителями башкирского меда, представителями сувенирной продукции, сетями. Цель продвижения местных брендов на российской и международной арене, участие на выставках, на мероприятиях бизнес-сообществ, чтобы нашу республику, наши туристические бренды узнавали везде и приезжали больше гостей в наш регион. Данное направление, данная область нам интересна тем, что это привлечение дополнительных клиентов для наших предпринимателей. Затем гости отправились в этнотур «Настоящая Башкирия» в Бурзянский район. В программу входит полное погружение в башкирскую действительность. Это и катание на лошадях, в национальных костюмах, в шапках, участие в турнире в стрельбе из традиционного башкирского лука. Больше 10-15 наименований башкирских блюд, включая напитки, такие как кумыс, медовуха, буза. Они у нас стоят на столе постоянно. В течение 3 дней гости были погружены в атмосферу башкирской культуры и быта. Для них проводились мастер-классы по игре на национальных музыкальных инструментах и горловому пению. В стрельбе из лука состояло знакомство с башкирской кухней, участие в играх кочевников. Желающие испробовали на себе настоящий башкирский массаж с топленым маслом и медвежьим жиром. Отправились в конно-санный маршрут, посетили пещеру Шульганташ. По окончании этнотура каждый гость уехал с массой положительных впечатлений и получил сертификат о прохождении туристического маршрута «Настоящая Башкирия». В Еткуле прошел первый в истории района фестиваль башкирской и татарской культуры. Фестиваль начался с выставки экспозиции народного творчества. Здесь можно было увидеть изделия прикладного искусства. Гостей угощали национальными блюдами и напитками. Представители национальных СМИ Челябинска раздавали газеты «Уралым» и «Хазина». Познакомились с журналистами местного издания «Искра». Затем слово взял глава Еткульского района Василий Головчинский. В своем выступлении он отметил, что данное мероприятие является важным событием в жизни района. Нам нужно сохранить эту культуру. Сохраним культуру, сохраним Россию. Слова благодарности и поздравления спешили выразить почетные гости из Челябинска. Приветственное слово Рената Раева было посвящено дружбе народов, проживающих в соседстве. Пламенные высказывания духовного лидера Урала были подкреплены хадисами пророка Мухаммеда и священными аятами из Корана. О важности мира и согласия между братьями-мусульманами, которые понимают друг друга без словаря и переводчиков, высказались и заместитель председателя исполкома башкирского Курултая Наиль Шайдулин, председатель регионального конгресса татар Лена Колесникова, имам-хатиб местной мечети Исмагил Хазрат, представитель организации «За возрождение Урала» Павел Большаков и председатель собрания депутатов Еткульского района Игорь Михайлов. Сегодняшний фестиваль, он первый, но мы очень надеемся, что он будет продолжаться и дальше. И приглашаем всех наших соседей. Поем голосом без фонограммы, говорим без бумажки, чак-чак, без примесей. Все по-настоящему, очень хороший праздник. После официального открытия на сцену вышли народные таланты. Поразило зрителей и гостей выступление Шагранисы Мавлютовой. Сегодня мы получили возможность на нашей сцене, в нашем клубе услышать вот эту нашу речь родную. Бурю аплодисментов вызвали выступления и коллектива башкирской и татарской культуры «Дуслык» из Еманжелинска. Артисты в полной мере отразили культуру двух народов. Более того, они вызвались консультировать своих соседей, которые выразили желание организовать национальную общественную организацию. Всех гостей, я думаю, было приятно посмотреть вот то, что мы сегодня исполняли для всех. Как только позвали, мы всегда с радостью собираемся и приедем. Готовность оказать доброму начинанию еткульцев всяческую поддержку выразил и представитель областного Курултая Башкир Наиль Шайдулин. Мы вообще стараемся все добрые начинания поддерживать. И будет дополнительно подписано соглашение со стороны башкирского Курултая
Марис Харисович Юсупов с нашей стороны будет подписывать данное соглашение. Активистка башкирского Курултая Челябинской области, уроженка Еткуля Зухра Мингазова, не могла остаться в стороне от праздника дружбы. Она выразила благодарность местным властям за поддержку земляков и отметила, что за последние годы ее малая родина изменилась в лучшую сторону. Для меня Еткуль – это самое красивое место вообще на земле. Потому что это действительно старинная уральская казачья станица, село. Һуңгы йылдарда башкорт яшьтәре милли туйдарга өстөнлек бирә. Яшьтәр гомер байрамдарын онытылмаслык итеп үткәрергә тырыша. Гадәттә сарага әзерлек берничә ай алдан башлана. Пардар байрамны замана шаукымына тап килтерергә тырыша. Шул ук вакытта халык йолаларына ла таяна. Этностиль һуңгы йылдарда үзе үк популяр булып китте. Ата-әсәләрдән килә ул. Күп кешеләр йола буенча үткәргәннәр инде ничә еллар бит. Шуңа күрә менә үзләренең балаларына шул тәртиптә дәвамы булсын дип тырышалар. Чөнки улар хагындылар һәм дә үзләренең гореф-гадәтләрен, үзләренең йолаларын һәм дә бүгенге көндә ул ниңәлер итешмәй. Чөнки заман нык шәп хәрәкәттә бара һәм дә кешегә үзеннән кире кайтып йолаһынмы, булһынмы ул заман саны уны тергәтештереп, уны ничектер күрәтергә кирәк. Туйды милли стильдә үткәрү мода шаукымы гына түгел. Йолаларда yerine yetkереп башкару яшьтәрнең якты киләсәгенә сәбәпсе була. Туганнар арасында нәсел ептәрен ныгыта, рухты күтәрә. Туйды башларганда барыбер теге олы яумһа ул кода булып кешерәк буламы, ул еңгәйләрме, ничектер бүтән халык, бүтән кунакларны йыеп һәм дә яшьтәргә аңлаткандар ничегрәк булганын туйды. Һәм туйдың алып барусыһы булган ул. Европа туйдар дип әйтәләр бит. Оның көк үткәрә башлаһабыз, безнең шул менә үзебездә менә күтәргән моторлык югала бит, юйыла. Шуны менә хаклар өчен кәрәк инде менә шул милли хезмәтләрдә барбар йолаларда индерергә хакларга кирәк. Яшьтәр дә йолаларда дөрес итеп башкару буенча олы буын вәкилләре белән киңәшләшә, башка пардар белән тәҗрибә бүлешә. Шуның белән аралашу даирәһен киңәйтә, дөньяга карашын фәһемле фикерләр белән байыта. Гомумән, үзебезчә башкортча үткән туйдарның әһәмияте бигрәк тә зур. 14 февраля звезда российской эстрады Радик Юльякшин посетит Челябинск. Концерт состоится в театре ЧТЗ в 19:00. 22 февраля продюсерский центр «Йондос» приглашает на гала-концерт 3-го областного конкурса молодых талантов. В программе праздника песни, танцы, цирковое искусство, дискотека. Ошының менән тапшыруыбыз тамам. Безне ОТВ каналында көтеп калыгыз. Киләһә очрашкандарга тиклем.